Люди привыкли искать что-нибудь удивительное, необыкновенное, из ряда вон выходящее. Но подлинные мудрецы умеют ценить каждую каплю росы. Человечество прошло достаточно долгий путь. Ему пора стать мудрым. Почему родился заповедник на склонах Карадага, в Крыму? Столько солнца, столько моря. Не поставить ли тут побольше кемпингов, пробить дороги, оборудовать пляж? А заповедник Кызыл-Агач, незамерзающий залив Каспия, благодатные субтропики Ленкорани. Почему бы не потеснить этих птиц? Ради людей. Вот именно ради людей нужно провести черту, по земле и по воде, черту, за которую человек имеет право ступить только как гость. Тогда мы увидим подробности, не вырванные случайно, а каждой своей чертой, каждой деталью, выражающей цельность живого мира. Современный человек должен научиться такому взгляду, в новом свете увидеть то, что привык считать обычным. Ученые объясняют, что Карадаг уникален, потому что здесь сошлись воедино ботанические зоны Приморской полосы, горного ландшафта и степной равнины. Но всего несколько лет назад эта уникальность чуть не погибла под ногами туристов. Степной ковыль, и тот пришлось спасать в заповеднике. Нетрудно разорить и Кызыл-Агач, лишить миллионы редких перелетных птиц привычной зимовки. Что нам за это будет? Но природа не приемлет победителей. Она готова принять нас как звено своей гармонии. Человек изучающий, человек понимающий. Вот что значит теперь человек разумный. Не обязательно знать, что ее зовут лжепестрянка. Это заботы специалистов. Не обязательно отличать толстоголовку с первого взгляда. Нужно знать одно. Все они, даже самые маленькие, бесценны. Вот это, по имени Булава-Уска, уже попало в Красную книгу. Может быть, прав был фантаст Брэдбери, предсказывая, что мир может измениться из-за гибели всего одной маленькой бабочки. И вот это существо по имени Дыбка тоже в Красной книге. И вот эта синяя жужелица. Может быть, очередь уже за муравьями? Так где же проходит граница заповедной земли? Нет такой границы. А если и есть, то проходит она не по карте, а в человеческой душе, в сознании каждого из нас, ощутившего себя сыном природы.